Республика встретила лидера Узбекистана по летнему солнечной и теплой погоды. Развиваются флаги России, Узбекистана и Татарстана. У трапа Шавката Мирзиёева ждут Рустам Минниханов и вице-премьер России Денис Мантуров. Теплые рукопожатия, слова приветствия, которые не нуждаются в переводе. Видно, встреча долгожданная. Вместо формальностей – дружеское общение. Все в лучших традициях восточного гостеприимства. Хлеб и чак-чак, узоры на национальных костюмах девушек только подчеркивают схожесть культур. Добрый день, уважаемый Шавкат Мирамонович. Первый пункт визита – это Казань-Экспо, где сегодня завершился межрегиональный форум Россия-Узбекистан. Шавката Мирзиёева и сопровождающих встретила руководитель агентства инвестиционного развития Талия Миннулина. Гостям рассказали об экономике Татарстана и его промышленном потенциале. На 50% мы выросли в прошлом году, уже за первое полугодие на 30%. Ну и думаем, что дальше, конечно, потенциал еще у нас большой, будем и дальше расти. Татарстан и Узбекистан связывают давние культурные и экономические связи. Сотрудничество в торговле и промышленности расширяется из года в год. Под кураторством Казанского химграда открыт технопарк «Чирчик» на территории Ташкентской области. В короткие сроки был запущен новый совместный проект в Джизаке. По итогам прошлого года товарооборот составил 290 миллионов долларов. Экспорт из Татарстана вырос почти на 40% и теперь составляет 219 миллионов долларов. В 2 раза увеличился импорт – 72 миллиона долларов. Отдельного внимания заслуживают высокотехнологичные разработки из Татарстана, широко представленные в Узбекистане. Пример – казанская компания, производящая вот такие, похожие на людей, медицинские симуляторы, с недавних пор работает там на постоянной основе. Процесс локализации производства был запущен в конце 2022 года. Он локализуется на базе технопарка «Чирчик». По мере развития сотрудничества с Узбекистаном будет и развиваться наше производство. То есть планируется полная локализация. Шавкату Мирзиёеву раскрыли один из секретов такого развития. Это выстроенная взаимосвязь промышленности и науки. Наука есть. Так в Альметьевске есть высшая нефтяная школа, где готовят специалистов мирового уровня. И здесь, кроме высшей школы, научно-исследовательский институт Татнефть. Они вместе в лаборатории. В университете Иннополис, рассказывают высокому гостю, мировые IT-знания получают уже узбекистанские студенты. 40 преподавателей иностранцев И студентов. 1300 студентов. 17 студентов из Узбекистана, очень умные ребята. Разработан мастер-план. Особое внимание президент Узбекистана уделил стенду Татарстанской особой экономической зоны. Здесь ему рассказали об образовательном проекте «Алабуга Политех». В Узбекистане будет создана копия татарстанской Алабуги. Она получит название «Бухара» и будет работать под шефством и по примеру особой экономической зоны Татарстана. Президент Узбекистана нам передал все полномочия, полный карт-бланш и пообещал, что уже на следующей неделе выделит первый транш на финансирование первого этапа в размере 60 миллионов долларов. Здесь же Рустам Минниханов, Шавкат Мирзиёев и Денис Мантуров подвели итоги форума «Россия-Узбекистан». В нем приняли участие более 70 представителей бизнеса из 19 российских и 12 узбекистанских регионов. Обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодежной сферах. Рамиль Шайдулин, Арзигарипов, ТНВ, Казань.